Ну что, люди добрые, всем привет! 22 декабря, знаменательная дата в нашей семье. Сегодня у Ларисы Юрьевны день рождения. А вот она, кстати, рядышком. Давно, Да. ребят, С днем рождения меня. давно ждали, где Лариса. Да все нормально, работаем, ребят, работаем. Ну, я по возможности выезжаю на рыбалочку, Лариска работает. Ну, скоро поедем, скоро новогодние праздники. Совсем до Нового года осталось считанные дни. И сегодня вот прям хочу, ребята, благодарить вас за вашу активность, за вашу поддержку. Весь сезон вы были со мной, многие прямо изначально. Большой привет передаю. И для вас, ребят, хочу сегодня разыграть хороший, на мой взгляд, подарок, брутальный, всем известный на моем канале. Я прям хочу от души это сделать и разыграть его, ну, как-то по-своему. Креативный будет такой конкурс, но я думаю, будет интересно. Ну, изначально, ребят, сейчас покажу наши подарки, что мы с Ларисой Юрьевной заказали себе к нашим походам, потому что многие знают, что мы любим готовить. Лариса Юрьевна так у нас вообще. Ждала и дождалась. Да, Наконец-то. И вот, ребят, приобрели вот специально для походов такие вещи острые. Сейчас вместе распакуем, покажу. Ну и потом, ребят, все дело конкурса. Погнали. Так, ребят, ну что, держу я в руках финку НКВД. Многие ее видели на каналах. Это вторая, ребята, у меня первую я потерял по глупости. Вот, это вторая финочка. Пришла она ко мне осенью. Послужила она мне хорошенько, конечно. Весь налимный сезон она была со мной. Сколько я перерезал налимов. Сколько открыл тушенки, ребята. Сколько собрал грибов. Все вот с этим ножом. Вот даже изрядно он у меня немножко пошарпался. Видно даже вот какие-то частички продукта. Но это, ребят, должно быть так. Не должен он блестеть, как бы там сверкать. Это рабочий инструмент. Он должен, ребята, работать. Вот его на стандартные ножны. Немножко вот даже вот изогнулись из-под ремня. И по этой же схеме, ребята, от компании Bark, от них же я заказал вот такой интересный нож. Ну, конечно, я его открывал, немного смотрел. Вот такая же коробка. Соответственно, вот, ребята, если от финочки, вот от компании Bark, вот это вот точно от нее. Такая же деревянная коробка. Называется нож хорош. Это вот подарок Ларисе Юрьевне на Новый год, так скажем. Он пришел, скажем, давно уже. Я вот все думал, когда мы выедем, и уже она прям распакует и начнет готовить прям им. Ну, не все не получалось. То снега не было, то мотособаки не было. В конце, ребята, давайте откроем. Вот такие же деревянные ножны. Ну, не ножны, точнее, а коробка. Стандартное ихнее масло для заточечки. Есть даже, ребят, документы. То бишь, какая сталь. Ну, сейчас я все по-быстренькому сделаю, потому что нам надо сделать конкурс. А если кому будет интересно, то все в описании оставлю. Все ссылки, ребят, на все ножи. Будете заходить и смотреть сами уже. Ну, в целом, ребят, я немножко, конечно, поинтересовался, потому что мне было самому интересно. А вот Лариска вот видит впервые. Это, ребят, кухонный нож. Нож-шеф. Вот такой тесак. Гравировочка, нож хорош. Да, я его очень давно хотела. Сегодня, ребят, кстати, как сказали, у Ларисы день рождения. На Лариса сегодня мясцо, да, порежем. У нас вечером, ребят, небольшие посиделочки будут семейные. Ну вот в целом, ребят, смотрите, какой, блин, тесак. Отлично, ребят, смотрите, деревянная вот рукоять, гравировочка. Тяжелый, прям тяжелый. Ну, здесь все написано. Я как бы сейчас вкратце немножко подраскину. Как Лариса на руке. Ну, пока не попробую, не скажу. Ну так, первое ощущение очень даже ничего. Ну вот специально, ребят, заказал я для готовочки, чтобы она вот реально работала хорошими вещами. Потому что, ну, как правило, мы уезжаем. Я очень люблю с пяточкой. Да, у меня на поясе висит. Соответственно, когда она готовит, дай мне ножик, как бы я ей даю, и, соответственно, ей очень неудобно. И сейчас в целом, как бы, вот у нее будет свой реально походный нож, так скажем. Пускай она его возит и готовит, наслаждается готовкой. Потому что когда все получается, когда грамотные вещи, все
подточено, заточено, и готовить приятно, резать, потому что когда все доведено до миллиметра, так скажем. Ну, вот такой, ребят, тесачок. Это Ларисы Юрьевны, еще раз повторю. Сегодня прям мясо, наверное, им порежем, попробуем. Ну, на мой взгляд, неплохой кухонный нож. Все, ребят, передал я ей нож. Все, так что отлично. Идем дальше, ребят. Но это уже посылочка для меня. Я давно мечтал о таком ноже. Наконец-то моя мечта сбылась, я думаю. Потому что много смотрю видеороликов. Особенно смотрю север. Мне очень нравится Якутия. Нравится ихняя природа. Она чем-то похожа с нашей. Ихние суровые морозы. Ну и, конечно, хорошая рыбалка. Потому что Якутия, я думаю, не сравнится ни с чем в плане рыбалки, охоты. Именно, ребят, для себя я заказал якутский нож от интересного мастера. Парнишка своя кузня. Списался и специально для меня изготовил, ребят, вот такую машину. Реально машина, потому что я его открывал и прям испугался. Ребят, смотрите. Вот такой аппарат. Это просто жесть. Он немного выгнут. А там что такое? Это специально так сделано. Ты не думай. Дизайн такой? Это дизайн, да. Это вот якутский нож, такой дизайн, рукоять. Я при распаковке, ребят, им порезался сразу махом. Просто он вообще, я не знаю, он настолько острый. Он просто, не знаю, режет все. Можно побриться, наверное, даже. Очень острющий, ребята, тяжелый, толстый такой, знаете. Ну, не знаю, вот прям для меня, для походника, конкретно, который я могу лунки, там, тушенку, банку взорвать. Ну, надо, иной раз надо. Прям, не знаю, Риса, оцени, посмотри. Очень достойно, ребят. Ну, прикольно вообще, конечно. Классно сделано. Мне очень понравился. Такие интересные ножны. Дизайн вообще интересно. Никогда таких не было. Рукоять, ребят, я сейчас сразу с языка не скажу. Сталь не скажу. Я вообще обзоры не люблю снимать, но такие вещи, ребят, надо показывать. И просто реально вот, ну не знаю, ну это очень круто. Он острющий, тяжелый, ну просто выгнут так. Смотри, смотри. Видишь, он, то бишь, выгнут. Очень круто, ребят. По ножам, я говорю, я не спец. Ну, мне нравится, когда в руках очень хороший нож, особенно ручной работы. Но это, думаю, у всех, наверное, так. Очень круто, блин, я всю жизнь мечтал, и я думаю, 20-21 он будет на моем поясе. Сезон просто будет со мной. Крутой аппарат. Просто реально, ну, не знаю, у меня слов нету, очень классно сделано. Все прям, ну, и особенно то, что это якут. Давно мечтал, ребята, и наконец-то он у меня будет на поясе, потому что у многих я постоянно интересуюсь за ножи. Когда садимся вместе, там кушаем, рыбачим, кто-то что-то мелькнул каким-то ножом, и я смотрю и покажи, пожалуйста, что за нож. Мне очень всегда рассматриваю чужие ножи, и вот прям, не знаю, ребят, ну, слов нету, одни эмоции. Вот такой аппарат будет на моем поясе в данный момент, я думаю, и прям кайфовать буду. Данилу, ребят, передаю огромный привет. С наступающим, Данил. Спасибо тебе за такой прекрасный нож. Реально делаешь вещи, очень классно. Так что, Данил, тебе большой привет с Республики Коми. Здоровья. Так зовут мастер, ребят, Данил. Я на Данила оставлю все ссылки, все координаты. Это Инстаграм, WhatsApp номер. Потому что я знаю, что по сайту это не очень удобно. Пока напишешь, люди, возможно, заняты, не ответят. А WhatsApp, в любом случае, телефон у человека с собой всегда написали, быстренько накидали фотографии. Там, ну, по WhatsApp намного проще. Ну, я думаю, с разрешения Данила оставлю его на WhatsApp. Ребят, залетайте и задавайте вопросы уже конкретно по ножам. Так, ну что, родные, переходим к конкурсу, наверное. Самое главное, что я сегодня вас всех собрал. Предновогоднее настроение. Я думаю, приятно будет получить, ребята, вот именно вот этот нож. Я хочу разыграть вот эту финку НКВД. Да, мою финочку. Хочу сделать это от души. Я думаю, это достойный подарок будет на Новый год любому рыбаку, охотнику, да и просто, который любит ходить на активный отдых. И на таком поясе будет, ребят, красоваться вот этот ножик. Да, немного БУ, ну зато
уже с историей небольшой. Я специально его не затачивал, вот как заводская заточка была, ребят, специально не трогал, потому что в планах было вот именно ее разыграть на 1045. Ну, и решил, ребят, под Новый год сделать приятное вам. Значит, по поводу конкурса, ребят, все очень просто. Просто проще некуда, наверное. Многие, я там знаю, там через программу как-то конкурс это все выводит. А ну, я же простой деревенский парень, и у меня должно все проще быть, ребята. С Ларисой мы посовещались и подумали, как нам сделать вот этот конкурс. Ребят, смотрите, получается, под этим видео мы пишем комментарий. Не просто комментарий, там, Дрюня с Новым годом, там, Лариса Юрьевна с днем рождения, ну, хотя можно это тоже добавить. Мы даже не откажемся. Мы пишем, ребят, стих. Стих. Можно про Новый год, можно про рыбалку, можно про охоту, можно какой-то там, не знаю, там, я знаю, кто есть у меня подписчики, вот сами пишут стихи, прям крутые стихи, ну, раз пишут, молодцы. Просто, ребят, крутой стих. Просто пишем крутой стих, да, понятное дело, там, хочу выиграть нож, да, и все, до этого достаточно. Нет, ребята, вот пишем реально какой-нибудь стих про Новый год, еще раз говорю, охоту, рыбалку, неважно. Можете скачать с интернета, там, сами сочинить, как задумаетесь, так и будет, ребят, потому что у нас все-таки 40 тысяч, я думаю, стихов будет достаточно. Значит, пишем стих, ребята, ставим обязательно лайк под этим видео, ну как же без лайка, ребят, только пальчик в воздух и никак иначе. И все, ребята, на этом мы заканчиваем. Но выбирать будем победителя, ребят, ну, розыгрыш сделаем где-то в числах 29-30 под Новый год, специально сделаем приятно кому-то, кто выиграет. Ну, ребят, под этим комментарием, под этим стихом есть вот этот лайк. Ну, кто-то оценил, допустим, вот этот комментарий. И у кого лайков под этим стихом будет больше, тот, наверное, Лариса победил, да? Ну да. Все, ребят, очень просто. Смотрите, я пишу комментарий, оставляю стих и говорю Ларисе: Ларис, поставь под моим видео комментарием лайк. Она ставит лайк. У детей есть телефоны. Соответственно, там. Короче, можно дома поставить уже 5 лайков, если у кого большая семья. Попросить бабушку, дедушку, позвонить другу и так далее и тому подобное. Все, ребята, на этом мы остановимся. И в числах 29-30 под Новый год, ребята, в прямом эфире, наверное, ну, точнее, я выпущу видео с поздравлением в любом случае. И мы, то бишь, оценим победителя, то бишь, кто у нас будет победитель по количеству лайков. Так что, ребят, все очень просто. Иди на стишок и под ним лайки. Просим всех друзей: алло, брат, алло, дед, алло, там, подруга, жена, Костя, там, Петя. Все ставьте под моим лайком, и все, ребята. В целом можно спокойно в домашних условиях все это организовать. И я думаю, будет интересно, ребят. Финочка НКВД, ребята. Не знаю, как, допустим, если победит кто-то из Белоруссии, там, не знаю, как будет отправка ножей, потому что вот Пашка, братан, привет тебе огромное. Тяжело у нас получилось, он искал дальнобойщика, потому что не пропустила граница, ну, нож. Так что не знаю, как будем решать. Все равно что-нибудь придумаем. У нас этим проще. У нас с этим проще, тем более, Лариса. У нас с России, допустим, проще будет отправить, чем, допустим, с Беларуси сюда. Отправлю, ребят, я все как оно должно, документы, вот эту коробку, какие-то напутствия напишу, в коробку положу. Так что, ребят, всем удачи, с наступающим. Ну и увидимся, да, Лариса? Да, конечно. Скоро, ребят, на рыбалку рванем. На пару дней, 100%. На новогодних каникулах поедем вообще в лес. Все, ребят, всех обнял, как обычно. Пока.